Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллах, алхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Причины прощения грехов. И мы с вами рассматривали тема последней лекции. Это призыв к истигфару. Как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сам многократно, каждый день, утром, вечером, по 70, 90, 100 раз обращался к Аллаху и спрашивал у Аллаха прощения за свои грехи, хотя он был самым лучшим из всех творений. Он был лучше, чем ангелы. И поэтому, и также он призывал свою умму, чтобы они всегда и спрашивали у Аллаха прощения. И сегодня, иншаллах, начнем, может быть, даже завершим, тема «Аль-ад'иятуль ма'фура фил истигфар», то есть слова поминания Аллаха, слова взывания к Аллаху, ма'фура, то есть которые остались нам от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который мы находим в его сунне, филь истигфар, касающийся истигфара, нашей темой. И самый первый истигфар — это в сборниках имама Бухари, имам Ахмад ан-Насаи, который передает нам Шаддад ибн Аус. Пусть Аллах будет доволен им. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Сайидуль истигфар», то есть господин истигфара. То есть это речь идет здесь, это самый лучший вид истигфара. И если человек хочет, мусульманин хочет обратиться к Аллаху и попросить у Аллаха прощения за свои грехи, то он не может найти лучшего истигфара, чем те виды истигфара, которые оставил нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Никто не может придумать, каким бы он там ни обладал, там, не знаю, литературным языком, какие бы там он слова ни подбирал, да? Мы никогда не сможем обратиться к Аллаху лучше, чем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что те слова, которые подбирал он, они были ниспосланы ему Всевышним. И есть несколько различий, даже достоинств пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не просто перед людьми, а перед другими пророками. И вот один из достоинств пророка, то есть он был лучше в этом, чем другие, и отличие то, что Аллах дал ему, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Уллимту би джавами'аль калим». То есть Аллах научил меня джавами'уль калим. В переводе означает избранным словам. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был научен кем? Аллахом избранным словам. Он не говорил все подряд. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к Аллаху, будь то зикрами, восхвалял, благодарил Его, прославлял Его, будь то это что-то просил у Аллаха, это или истигфар, да? Или это счастье как в этой жизни, так и вечной, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, для него были выбраны самые лучшие слова. Самые лучшие слова. И он никогда не говорил лишнего. Он никогда не говорил лишнего. И его дуа, его зикры иногда были короткими, но очень содержательными. Короткими, но очень содержательными. Поэтому Риза Фахруддин, он был муфтием, действительно великим ученым татарского народа, потому что тот, кто почитает его книги, он поймет, как глубоко он нырял, и он иногда открывает такие темы, мы, простые хазратики, даже не понимаем, о чем он говорит, потому что действительно это был ученый. Когда не было Гугла, не было Яндекса, не было возможности заказывать там откуда-то с Мекки, с Медины там, или с других арабских стран, Египта, много-много книг, когда он жил еще в
в то время, когда сколько раз обыскивали его дом, забирали его книги, так ведь? Сначала еще царская Россия, потом уже коммунисты, сколько раз забирали его книги, так ведь? И вот этот человек, он написал книгу «Джауами'уль калим шарха», то есть разъяснение избранным словам. То есть он написал шарх, разъяснение хадисам пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И каждый хадис это есть «Джауами'уль калим», то есть это собранные слова, это сливки слов. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, очень часто он обращался к Аллаху не такими там большими там предложениями, да, но в каждом его слове была хикма, была мудрость и было очень глубокое содержание. Поэтому никто, ни один имам, ни один ученый, ни один там поэт, писатель не может никогда придумать слова лучше, содержательные, чем слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что слова эти, которые он использовал, это были от Аллаха. Это были от Аллаха. И никто не в состоянии придумать. Поэтому, если кто-либо хочет, чтобы у него дуа был самым лучшим, он должен использовать дуа пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И вот, иншаллах, несколько дуа из сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат, меня просто машина этот зажала и хотел попросить RAV4, у кого этот черный? Синий, да. Спасибо. Синий, а не черный. Закалахайр. Значит, саидуль истигфар. То есть это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из всех избранных форм истигфара он выделил вот этот вид и сказал, это самый лучший вид истигфара. То есть мы знаем, что самые лучшие истигфары это те, которые он использовал. Но получается, из того, что он использовал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, выделил этот вид истигфара и сказал, саидуль истигфар, это есть господин всех истигфаров. Господин истигфара. Антакуль, когда ты скажешь, Аллахумма анта Rabbi, о Аллах, ты мой Господь, ла иляха илля ант, и нет божества достойного поклонения, кроме тебя. Халактани, ты создал меня. Ва ана абдука, я твой раб. Ва ана аля ахдика ва ва'дика мастатагту, и я буду хранить договор с тобой, клятву и обещание тебе. Мастатагту, пока вот сколько у меня хватит сил, насколько у меня хватит сил, я по мере всех своих возможностей буду хранить договор с тобой. А'уду бика мин шарри ма санату, и я ищу твоей защитой, то есть я прибегаю к тебе от чего? Мин шарри ма санату, от зла того, что я сам творю, от зла того, что я сам делаю, сам совершаю. Абу уляка бини'матика алейя, я признаю твои блага, твою милость алейя по отношению ко мне. То есть Аллах, я признаю, я вижу, что вот все, чем я владею, это твои блага, это твои дары, это твоя милость ко мне. Ва абу уляка бидhanби, и я признаю также мои грехи перед тобой. Мои грехи перед тобой. Фагфирли, прости меня. Фаиннаху ла ягфиру дзунуба илля ант, ведь воистину никто не может прощать грехи, кроме тебя. Саидуль истигфар мы, по-моему, или на том уроке, или до него мы с вами уже пробежались. Но давайте сегодня немного остановимся на содержании этих слов, и я призываю всех найти это дуа. Иншаллах, мы постараемся, кто у нас записан, да, в группах и в WhatsApp, и в Telegram, и в Instagram, иншаллах, постараемся вот эти дуа, которые мы с вами пройдем, тут 5, 6, 7, 8, 9 видов, даже больше, истигфара, иншаллах, там опубликуем, может, постараемся с переводами, потому что говорить Аллаху что-то, а сам не понимая этого, от этого файда, пользы не будет. Поэтому наша цель, чтобы каждое слово, оно проходило через наш разум, через наше сердце. Давайте остановимся. Саидуль истигфар, потому что действительно дуа
этот вид истигфара достоин того, чтобы мы это знали и использовали. Аллахумма анта рабби, о Аллах. Мы взываем к Аллаху. И очень часто, дорогие братья, когда мы часто повторяем это имя, а это Исмуль А'зам, это есть самое великое имя Всевышнего Аллаха, мы немного привыкаем к этому имени, да, и начинаем недооценивать все величие этого имени. Аллах вот нашим грешным ртам, языкам, которыми мы иногда и гайбат говорим, иногда какие-то слова неблагодарности у нас выходят, да, Аллах дал нам великую честь и счастье, радость произносить вот это великое имя Аллах. И каждый раз, когда мы говорим вот это имя, да, в любой форме, Аллах, Аллахумма, Альхамдулилля, Аллаху Акбар, так ведь, Субханаллах, Астагфируллах, везде мы видим, слышим имя Аллаха. Мы должны понимать, что это великое имя нашего великого Создателя. И оно означает, это то божество, достойное поклонения, которого все считают Богом, божеством, и которому все поклоняются. И вот, когда мы говорим слово «Аллах», мы должны вот это через сердце пропускать. И ученые говорят, даже когда человек повторяет вот это слово во время намаза, да, если бы он понял все величие и содержание этих слов, да, когда вот он подходит, встает перед Аллахом, да, и делает такбиратуль ихрам, он заходит в состояние ихрама, да, когда уже ему запрещается кушать, запрещается есть, пить, запрещается говорить, слова произносить, которые не из намаза, и делать, совершать какие-то дела, которые не из намаза. Так ведь? Вот если бы человек понял, что он говорит Аллаху Акбар, Аллах величие всего, всех, и жены твоей любимой, и мужа, и детей, и родителей, и вот этой дунья, вот этих имуществ, Аллах выше всего. Поэтому каждый раз мы, когда говорим, когда меняем позицию, да, мы должны понимать. И ученые говорят, если бы люди понимали все величие этих слов. Они говорят языком, но, к сожалению, не понимают сердцем. Поэтому у нас язык говорит Аллаху Акбар, а сердце говорит, нет, там у меня в магазине там что творится, у меня там дома что творится, у меня дети, наверное, скучают по нему, да, сегодня там у нас гости будут, у меня там машина, что-то да, вот что-то надо заехать, посмотреть там, что-то сделать. Вот проблема. То есть сердце одно, а на языке другое, к сожалению. Поэтому Аллах – это самое великое имя Аллаха, и, альхамдулилля, Аллах Тааля дал нам знать это имя, произносить, и мы говорим Аллахумма анта рабби, ты мой Господь. Раббун – одно из величайших имен Аллаха. Раббун, то есть это тот, который создал нас, который поселил нас на этой земле, который передал нам на служение абсолютно все, что находится как на земле, как на небесах, как и между ними. Аллаху лави сахара лакум ма фис самавати валь ард. Аллах подчинил вам, потому что ни солнце нам, грешникам, не подчинялось бы. Ни луна, ни звезды, ни земля, ни моря, ни океаны, ни животный мир, ни насекомые, никто, ничто не подчинялось бы нам неблагодарным, да, нам, грешникам, если бы Аллах не пожелал этого. Поэтому Аллах подчинил нам все. Поэтому все служит нам. И Он обеспечивает нас всем необходимым. Он создает нам все условия, не потому что мы там все такие великие, да, как мы иногда думаем о себе, а потому что велика ноша, которую мы приняли на себя. Это поклонение Аллаху. Аллах говорит, я не создал джиннов и людей, кроме как. То есть, получается, я создал только с одной целью, чтобы они поклонялись мне. И чтобы у нас были все условия на это, Аллах Тааля и солнце подчинил нам, и день, и ночь, и животные, и насекомые, и организм наш, все служит людям. Поэтому Раббун – это тот, который обеспечивает нас, дает нам свои дары, ниспосылает дожди, меняет день и ночь. То есть все мироздание в его руках. И ничто не может быть помимо власти Всевышнего. Помимо власти Всевышнего. То есть все, абсолютно все. Даже наши мысли,
даже наши грехи. Даже шайтан не может никого сбить с пути, если на то не будет соизволения Аллаха. Поэтому Аллах, Он управляет абсолютно всем. И Он Господь, который заботится о нас. То есть Раббун даже есть на татарском языке, это арабское слово тарбияши. Вот тарбияши, как говорят, воспитатель, да? Когда вот особенно татары мы используем это вот в садике, тарбияшилер говорим, да, воспитатели. То есть ты оставляешь ребенка под ее ответственность, этой опайки женщины, и она, да, эта опа, до вечера, смотрит, воспитывает твоего ребенка. Вот здесь то же самое, тарбия, когда Аллах Тааля, Он заботится о нас, Он воспитывает, Он дает нам все, что нам нужно. Поэтому Аллах есть Раббуль Алямин, Господь небес и земли. Поэтому мы говорим «Анта Рабби», ты мой создатель, ты мой хозяин, ты заботишься обо мне, ты меня наделяешь всем необходимым, ты даешь, ты оживляешь, ты умерщвляешь, поэтому Аллах, ты Рабби, Анта Рабби. Ла иляха илля ант. И нет, и не может быть достойного поклонения никого, кроме тебя. То есть, если мы говорим, что, о Аллах, ты наш создатель, если мы говорим, что ты оживляешь и ты умерщвляешь, если мы говорим, что дожди только ты не спосылаешь, если мы утверждаем, что день и ночь меняются только по воле Аллаха, если мы признаем, что вот эти все движения, все изменения в Вселенной только происходят по воле Аллаха и абсолютно всем управляет Аллах, тогда возникает вопрос, тогда кому можно поклоняться помимо Него? Кто достоин поклонений, кроме Него? Поэтому вот это понимание, что Аллах, Он единственный хозяин, кому мы идем, от кого мы зависим, так ведь? И все мы нуждаемся в Нем, то получается, кому мы тогда? Солнцу должны поклоняться? Это неправильно. Это не есть истина. Потому что Солнце – это часть этой Вселенной. Это создание Аллаха, которое не может помимо Аллаха ничего решать. Так ведь? Поэтому кому? Вот этому дереву поклоняться? Или этой звезде? Или еще кому-то, да? Чему-то? Нет. Поэтому мы говорим, «Анта Рабби», ты хозяин всего, абсолютно все в твоих руках. Получается, только у тебя мы должны спрашивать помощи. И только на тебя мы должны полагаться. И только перед тобой мы должны падать вниз. Поэтому мы говорим, «Ля иляха илля ант». И нет божества, кроме тебя. Ты единственный, кто достоин поклонения. «Халяктани», ты создал меня. То есть мы признаем, что Аллах наш Создатель. «Халяктани», ты создал меня. Аллах Тааля говорит, «Вакад халяктука мин кабль», и я создал тебя до этого, то есть мин кабли, валям таку шай'a, и ты был ничем. Ты был ничем. То есть от нас ничего не было, ни одной клетки, ни одной плоти, ни кусочка не было. Нас не было, и Аллах Тааля нас создал. Поэтому каждый человек должен понимать, что Аллах его создатель, и если бы не Аллах, да, ни родители наши, уважаемые, любимые наши, да, они бы не мамы наши, они бы не смогли нас родить. Так ведь? И нас бы не было, если бы Аллах не создал. Поэтому мы говорим, халяктани, ты меня создал. Ва ана абдука. То есть мы признаем, кто есть Аллах, Он наш Господь, Он хозяин всего и вся, Он наш достойный наших поклонений, единственный, кому можно поклоняться, да? Он наш Создатель, и вот мы признаем теперь себя. Ва ана абдука. И я, мой Господь, мой Создатель, я твой раб. Я твой раб. Я никто, кроме как твой раб. Все, вот это очень важный момент. Ученые говорят, очень важно ответить на два вопроса человеку. Кто есть он и кто есть ты? Если человек найдет на эти два вопроса ответ, честный, искренний ответ, то многие вещи в его жизни, они, альхамдулилля, встанут на свое место. Кто есть он? Это наш Создатель, без которого нас бы не существовало, просто нас не было бы. Да? Это наш Господь, который опекает, заботится, кормит нас, уделяет нам все, вот,
наш удел, все, что нам нужно в жизни, так ведь? И к Нему мы возвращаемся. И кто есть мы? Мы Его рабы. Мы Его, ана габдука. И, альхамдулилля, быть рабом кого-то помимо Аллаха, это есть унижение. Это есть унижение. Кто-то является, вот, например, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Таиса абду динар, ва таиса абду дирхам». Несчастен раб динара, то есть золота, и несчастен раб дирхама, то есть серебра. Несчастен раб, можно сказать, евро, доллара, даже доллара, да. Пусть уж Трамп не обижается, да. Но он несчастен, если он будет рабом доллара, так ведь, несчастен раб рубля и так далее, и так далее. Поэтому счастлив будет только тот, кто останется рабом Аллаха. Или, например, Аллах говорит: видел ли ты того, который избрал для себя божеством свою страсть? Вот это я, мое, вот эта страсть, он избрал для себя божеством. То есть, получается, он раб своей страсти, своего нефся. Поэтому, альхамдулилля, единственный раб, вот это рабство, единственное рабство, которое является достоинством, великим достоинством, это быть рабом Аллаха. Поэтому, когда мусульманин говорит, да, «Ва ана абдука», я твой раб, он радуется этому. Он радуется этому. «Ва ана аля ахдика ва ва'дика мастатагту». И я буду хранить договор с тобой и обещание тебе. Ученые говорят, что человек, он договорился с Аллахом. То есть как? У него есть договор. Он будет поклоняться единому Аллаху, и за это Аллах наградит его раем и избавит его от мучительных страданий. То есть Аллах взял на себя обязанность, так ведь, и раб, он взял на себя обязанность. Поэтому мы должны поклоняться единому Аллаху, и мы должны хранить вот этот договор. Поэтому мы говорим: я буду хранить договор и обещание тебе, но очень важный момент: мастатагту, по мере моих возможностей. Вот сколько я смогу. Вот эти слова что означает? То есть человек вот этими словами, он признает свою слабость перед Аллахом. Что как бы он ни совершал, сколько бы он ни совершал поклонения, как бы он ни поклонялся Аллаху, как бы он ни старался хранить его границы, человек должен понимать, что он слабый. И у него очень много недостатков. У него очень много прегрешений. Поэтому каждый человек, он должен понимать, что он в долгу перед Аллахом. И совершая какое-то благодеяние, нельзя думать, что вот, наверное, сейчас я отплатил Аллаху, да, и вот скоро сейчас Аллах мне должен будет, астагфируллах. Да? Некоторые же так думают. Он там раз в неделю зайдет, 500 рублей оставит, если не 100, в мечети Бабаю, да, или там садака. Вот он думает, что Аллах ему сейчас неделю должен, астагфируллах. Некоторые так думают. Некоторые там. Мы у Аллаха взяли столько, дорогие братья, столько взяли мы у Аллаха кредит, да, сколько не выплачиваем, мы никогда не сможем выплатить даже 1 миллионную, миллиардную из того, что Он нам дал. Поэтому мы говорим: о Аллах, я буду хранить договор с тобой и обещание тебе. Мы повторяем, мы только тебе будем поклоняться, тебе только поклоняемся и у тебя только спрашиваем помощи, да? Но мы должны понимать, мастатаутум, по мере наших возможностей, потому что очень много у нас прегрешений, очень много у нас грехов перед Ним. И каждый человек, когда встает перед Аллахом, да, даже на молитву, он должен понимать, вот, что за ним столько грехов сейчас. И Аллах дал ему возможность, да, Аллах не закрыл ему это, дал ему возможность стать перед Ним и покаяться. Аллах дал ему возможность общаться с Ним. Аллах дает ему возможность падать ниц перед Ним, несмотря на то, что за Ним столько грехов. Поэтому даже после намаза, когда мы даем салям, да, мы не говорим «Альхамдулилля, Аллаху Акбар», я там намаз почитал, «О Аллах, прими», да, мы говорим «Астагфируллах», «Аллах, я прошу прощения». Потому что даже во время совершения этого намаза у нас столько недостатков. Сколько раз у нас разум уходил куда-то,
да, о ком только мы не думали, о чем только мы не думали, да, как один наш брат Хазрат рассказывает во время вагаза, если бы, говорит, придумали такой аппарат, да, который соединяют к мозгам, к разуму человека через кабель, может быть, через там Wi-Fi или там еще Bluetooth, да, и повесили бы экран. И вот этот экран, он будет показывать только то, о чем он думает во время намаза. Мы, говорит, что бы только не увидели, мы говорим. Вот экран просто будет воспроизводить то, о чем он думает во время намаза, да? Он о чем только не думает. А ведь Аллах же это все видит. Ему не нужен экран. Он знает о нас то, что мы о себе не знаем, чего мы о себе не знаем. Аллах видит в нас то, чего мы не видим. Так ведь? А ведь Аллах все это знает, и Он же нам не закрывает. Он не лишает нас этого. Он не лишает нас приема. Да? Вот если бы человек, там, если взять царей, таких земных царей, да, если бы кто-то там ущемил его права, где-то, да, притеснил, то он бы сказал: больше ко мне не подходи. Так ведь? А мы, Аллах, царь небес и земли, каждый раз мы к нему подходим, о чем только мы не думаем, да, куда только не уходит наше сердце, Аллах же все это видит, и Он нас не лишает, до сих пор не лишает того, чтобы мы приходили к Нему и каялись перед Ним. Вот поэтому я буду хранить договор с тобой, обещание, данное тебе, по мере моих возможностей. Мы должны понимать, что у нас очень много проблем. Очень много проблем. А'уду бика мин шарри ма санагта. Я прибегаю к тебе. То есть а'уду — это есть один из видов поклонения, который называется исти'ада. Альхамдулилля, во время каждого намаза мы ищем защиту у Аллаха от шайтана. Так ведь перед чтением Корана мы ищем у Аллаха защиты. Поэтому Аллах — это единственный, который может защитить нас от шайтана. Это единственный, который может нас защитить от его наущения. Поэтому перед намазом, в начале еще намаза, после слов приветствия, то есть мы такбиратуль ихрам, заходим в состояние ихрама, намаз начинается, мы сначала приветствуем Аллаха. Субханак Аллахума бихамдик ва табарак асмук. Потом, перед тем, как перейти к общению с Аллахом, то есть суратуль Фатиха, мы стоя слушаем слова Аллаха. Мы сами их воспроизводим, или же имам воспроизводит, но сами же слушаем Аллаха. Это слова Аллаха. Альхамдулиллахи раббил алямин, ар-рахмани ар-рахим, малики яумиддин, да? Но вот в это время мы должны понимать, что шайтан сделает все сделает, чтобы этот разговор не состоялся. Поэтому десятки, сотни мыслей придут к тебе в голову, чтобы сердце твое не присутствовало во время общения. Только язык говорил о чем-то, или уши слышали, а сердца нет. Поэтому вот здесь очень важный момент. Мы должны понимать, что нам предстоит страшная борьба с нашим врагом, шайтаном, который хочет лишить нас общения с Аллахом. Да? И вот поэтому по сунне мы должны прибегать к Аллаху, прибегнуть к Его защите. Потому что если Он нас не защитит, то мы не сможем защититься. Поэтому мы говорим «А'уду билляхи минаш шайтану раджим», «Бисмиллахи рахмани рахим», и идем дальше. «Альхамдулиллахи раббил алямин» и так далее. Вот это очень важный момент. И когда Коран читаем, перед тем, как прочитать Коран, почему мы говорим «А'уду билляхи минаш шайтану раджим»? Потому что это очень важно. Это очень важно. Шайтан сделает все, чтобы ты не слышал слова Аллаха, чтобы не было вот этого. Поэтому «Ауду билляхи» — это есть поклонение. И только Аллах может защитить. И от наущения шайтана. Только Аллах может защитить от адского пламени. Поэтому мы говорим «Аллахумма инни ауду бика минаннар». О Аллах, я ищу Твоей защиты от чего? От адского пламени. «Ва мин азабил кабр». Только Аллах может защитить нас от наказания в могиле. Поэтому мы у Него просим защиты, Его защиты просим. То есть, получается, мы ищем защиту под Его силой, под Его мощью. Также от разных бедствий, от разных страданий, то есть земных, мы просим у Аллаха, чтобы Он защитил нас. Так ведь? И даже, вот посмотрите здесь, «Ауду бика мин шарри ма санагту».
О Аллах, я ищу Твоей защиты, даже от чего? От зла того, что я сам совершил. То есть получается, о Аллах, защити меня не только от шайтана, не только от адского пламени, не только от наказаний в могиле и других бед и страданий. О Аллах, защити меня от самого себя, получается. Так ведь? От самого себя. От зла того, что я сам совершил. От зла того, что я сам... Мы ищем у Аллаха защиты даже от самого себя. Потому что, как в другом дуа посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: и не оставляй нас на руки наших нафсов, нашей страсти. Турфата айн, даже на мгновение ока, когда вот просто человек моргнул глазом, да, если вот Аллах отпустит нас на мгновение, то вот это мгновение, оно в судный день окажется против нас, потому что даже в это мгновение мы отдалимся от Аллаха. Поэтому Аллах, Он каждую минуту, каждую секунду защищает нас. И мы ищем у Аллаха защиты от того, что совершили наши руки. То есть от последствий наших грехов. От наших грехов. Мы говорим: о Аллах, защити меня от грехов. Дай мне сил, возможность богобоязненности. Абу уляка бини'матика алейя. О Аллах, я признаю Твои блага, Твою милость по отношению ко мне. То есть человек, он никогда не сможет покаяться, за свои грехи, пока он не поймет, что он весь в грехах. И человек никогда не сможет понять, насколько он грешен перед Аллахом, пока он не увидит и не поймет, насколько много милости Аллах проявляет по отношению к нам, насколько у него много даров, благ по отношению к нам. Потому что вот когда ребенку объясняешь, или там молодому человеку, что нужно любить свою мать, да, это одно. Нам это в школе много обещали, и много рассказывали. Да, нам говорили, они не яратагас, а ты не яратагас, много говорили. И говорили там: не курите, не пейте, все курили, все пили, да. А вот в исламе, когда Аллах Тааля говорит: проявляйте благочестие к родителям, Аллах начинает напоминать нам, а что же сделали наши родители по отношению к нам. Например, Аллах говорит: хамалятху уммуху курха. И вот мать носила свое дитя, испытывая одну трудность за другим. То есть, вот, когда я поступил в мадраса в 90 каком-то году, я помню, учитель наш, он, когда объяснял вот этот аят: проявляйте благочестие к вашим родителям, и вот мать носила ребенка в утробе, да, он нам так это рассказывал, и мы все, нам там сколько лет было, кому-то 20, кому-то 30 уже, да, и мы все вот так сидели и представляли, как мы находимся в утробе наших матерей, и каждое наше движение, да, приносит в то же время и радость нашим матерям, да, но в то же время и страдания. Потому что они страдали, они не могли заснуть, они не могли кушать, они не могли отдыхать. Весь организм работал вот на этого в будущем неблагодарного сына или дочь. Так ведь? Вот это мы сидели, мы об этом размышляли, то есть опираясь на Коран. То есть Коран объясняет нам, почему мы должны уважать, любить наших родителей. И вот здесь то же самое. Я признаю, о Аллах, Твою милость по отношению ко мне. Я признаю мои грехи перед Тобой. Поэтому благ Аллаха. Аллах Тааля говорит: «Ва ин тагудду ни'маталлахи ла тухсуха». Если вы захотите посчитать мои блага, то вы никогда их не посчитаете. Блага Аллаха, они невозможно сосчитать. Даже вот в одно мгновение, да, вот сколько благ мы получаем как от земли, как от небес, да, сколько благ мы не знаем об этом даже. Вот что творится в нашем организме, да, какие-то там сложнейшие процессы происходят, да, вот чтобы просто обеспечивать просто нашу физическую жизнь, да, это невозможно.
Медицина, она никогда не узнает всего. Хотя много уже знает медицина. Альхамдулилля, многого знает, но это «Валя юхитуна бишей мин гильмихи илля бима шаа». И они не объемлют из его знаний только то, что он пожелает. Поэтому даже кто может изучить физиологию человека, да, анатомию человека, медицину, да, он больше будет знать. Поэтому ученые и изучали это. Почему вот на истоках медицины, да, стояли мусульманские ученые? Потому что они воодушевлялись этим, они изучали создание Аллаха. И это давало им силу и горячий пыл, чтобы изучать дальше. Но этого мало. Мы никогда не сможем узнать, вот, сколько Аллах Тааля нам дает вот в 1 секунду, в 1 минуту. Да? Поэтому мы говорим: «О Аллах, я признаю Твою милость, Твои блага по отношению ко мне». И следующий этап: я признаю мои грехи по отношению к Тебе. То есть получается, от Тебя я получаю милость Твою, Твои блага день и ночь. Глаза видят, потому что Ты приказал им. Руки, ноги слушаются, желудок работает, почки, печень, все работает, кровообращение идет, воздух идет. Так ведь солнце восходит над горизонтом, день и ночь меняется, все служит нам. Да, это от Тебя. А вот от меня что? Неблагодарность и грехи. Я признаю мои грехи перед Тобой. То есть, чтобы вот это признать, нужно признать величие даров Всевышнего Аллаха. Величие даров Всевышнего. Поэтому это, по-моему, нет, это не хадис, это Ибн Каим, рахимахуллах, пишет свои, по-моему, книга «Рух» у него есть. «Рух». Вот в этой книге, где-то я видел, говорится, что в судный день, я вот только это не хадис. Откуда он это взял, вот сейчас я не могу, но он про это пишет, что в судный день, когда человек предстанет перед Аллахом, Аллах скажет, человек оказался праведным, альхамдулилля, мусульманином, и Аллах скажет: «Войди в райские сады по милости моей». И тогда человек скажет: я войду в райские сады благодаря моим благим деяниям. То есть он совершал намаз, ураза, благодарил Аллаха вот моим благим деяниям. То есть благодаря тому, что я заработал рай. Вот так получается, да? И тогда Аллах Тааля скажет своим ангелам: на чашу весов поставьте, говорит, только одну, вынесите только одно благо, которое я ему дал в жизни. И тогда вынесут его зрение. То есть получается глаза, да, то, что у него глаза видели. И на другую чашу Аллах скажет: поставьте все, что он совершил за всю свою жизнь. Все намазы, все садака, все зикры, все дуга, вот абсолютно все поставьте. И его зрение перевесит, окажется тяжелее, чем все, что он совершил. И Аллах скажет: все, что ты за всю жизнь совершил, это ты этим не отблагодарил даже вот то зрение, которым я тебя наделил. Поэтому войди в райские сады по милости моей. И он скажет: я захожу в твою райскую обитель только по милости твоей. Поэтому очень важно. Я признаю Твою милость по отношению ко мне, и я признаю мои грехи перед Тобой по отношению к Тебе. От Аллаха милость и дары, а от нас грехи. Вот это тоже очень важно. И вот мы, альхамдулилля, дошли до истигфара. Фагфирли. О Аллах, прости меня. Вот одно слово. Вот в чем мудрость дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да? Вот смотрите, первая часть, да, здесь и единобожие, да, здесь и признание того, что ты слабый перед Ним, что у тебя очень много долгов, грехов перед Ним, да, вот очень много моментов, которые готовят состояние сердца, да, и вот, наконец-то, мы дошли до того слова, да, фагфирли, о Аллах, прости меня. Одно слово, все. Но это и есть саидуль истигфар, потому что все вот эти моменты, да, покаяние, понимание вот этого, эта дуа собрала в себе. Поэтому мы говорим: фагфирли, о Аллах, прости меня. Вот после того, как мы сказали ему, да, что мы признаем это, то, о Аллах, прости меня. То есть немного слов. И в завершение: потому что
не может, не прощает грехи никто, кроме тебя. Это тоже очень важный момент. Мы говорим: о Аллах, прости меня, потому что эти грехи никто не простит, кроме тебя. Вот это тоже очень важное признание. И, иншаллах, на этом уроке мы не сможем. Вот еще есть истигфар, который удивляет Аллаха. «Инна Аллаха ла я'джибу мин аль-габ». Аллах непременно удивляется рабу, который говорит вот эти слова: «Аллах, прости меня, потому что никто, кроме тебя, эти грехи не может простить, не прощает». Поэтому вот почему мы так говорим? Потому что действительно, если Аллах не простит, то кто может простить нам? Вот, «Валиллахи аль-масалю аль-агля», вот, например, в жизни, да, мы идем куда-то в магазин, и нам нужно купить какой-то продукт. Например, нам надо купить молоко, хлеб. Там жена позвонила, по WhatsApp скинула, PayPal, сетал, да. Мы заходим в магазин, смотрим, нет хлеба, нет молока, но мы не расстраиваемся. Почему? Потому что мы знаем, что в 200 метрах, если пятерочки нет, то Магните есть, так ведь? Или там еще какой-то магазин Бахаты есть, так ведь? То есть получается, если этот магазин тебе не даст того, что тебе нужно, да, ты идешь в другой магазин, так ведь? Если там, например, мужчине понравилась эта сестра, он идет к ней, говорит: выходи за меня замуж, да, я вот мусульманин, ты мусульманка, построимся. Она говорит: нет. Но он от этого, альхамдулилля, вешаться не будет, мусульманин, так ведь? Потому что если она не выйдет, то другая выйдет, а может другая-то и лучше окажется, так ведь? Поэтому, альхамдулилля, это все, что касается вот этого мира. Но, когда касается что-либо Аллаха, то его никто не может заменить. Понимаете? Вот когда мы у Аллаха просим что-то, мы никак не можем просить: о Аллах, ну если хочешь, дай мне. А если нет? А если нет, что? Кто-нибудь другой даст? Никто не даст. Поэтому ученые говорят, человек, который обращается к Аллаху и говорит: о Аллах, если захочешь, прости меня. Да? Или там, если захочешь, дай мне это, то в сердце этого человека, ученые говорят, огромная проблема. Страшная проблема. Потому что, когда мы просим что-либо у Аллаха, мы должны просить и понимать, что если Аллах тебе этого не даст, то никто не даст. Если мы говорим: о Аллах, прости меня, то мы должны просить так, чтобы Он нас простил. Потому что, если Аллах не простит, то никто не может нас простить. Поэтому вот это очень важный момент. Фагфирли, о Аллах, прости мне мои грехи, меня, фаиннаху ла ягфиру дзунуба илля ант, потому что никто, кроме тебя, не может их простить, не простит их. Поэтому это вот завершение как раз дуа. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если кто-либо из вас утром будет говорить эти слова, да, и мукинан, то есть будучи убежденным в этих словах, то есть вот эти слова должны пройти через наше сердце, через наше понимание, да. Если он будет говорить утром эти слова мукинан, то есть будучи убежденным в этих словах, и он в течение дня умрет, дахаль аль-джанна, он войдет в рай. Если он скажет эти слова вечером мукинан, то есть также будучи убежденным в сердце, да, вот этим словом, то если он умрет до утра, в эту ночь он будет в раю. Это есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И один короткий хадис, наверное, потому что следующий вот здесь тоже истигфар не такой маленький. Это оставим на следующий урок. Вот следующий хадис. Это Бухари, Муслим был, и то, что мы с вами прошли, да? Бухари, нет, у Муслима нет, Ан-Насаи, имам Ахмада. Следующий хадис, Хасан, хороший иснад, раваху Тирмизи, который передал нам Абу Хурайра, радийаллаху анху, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллахумма гфирли данби, о Аллах, прости мне мои грехи, ва васси'ли фи дари. Вассир, то есть расширь, увеличь мне ли фи дари, в моей обители. То есть дарон, это как бы переводится дом. То есть сделай мой дом, мою обитель широким, большим, увеличь, да? Вассир, расширь.
Ученые это объясняют. Некоторые говорят, что это обитель человека в мирской жизни. То есть это его семья, это его отношения в семье, это его дом, где он живет. Да? Потому что если у человека будут проблемы дома, да, если у человека будет проблема с домом, да, у него вот нет дома, он где-то там тут снимает, там, да, вот этого спокойствия, умиротворенности во время поклонения не будет. Потому что даже во время намаза он будет думать, вот через неделю меня там попросят сейчас, да, куда я с семьей пойду, да, где я буду жить. Вот эта проблема, она постоянно будет занимать его сердце. Поэтому, альхамдулилля, иметь свой очаг, да, свой уголок в этой жизни, это очень важно, это тоже важно. Поэтому мы говорим: о Аллах, увеличь, расширь мне мою обитель. И для спокойствия сердца, чтобы я поклонялся тебе. И также ученые говорят, дар — это могила. Могила. То есть мы знаем, что могила может быть такой узкой, что правые ребра, они могут войти в левые ребра, так ведь? А также мы знаем хадисы, где Аллах может расширить могилу на 70 локтей, могилу каждого, может расширить на то расстояние, докуда наш взор может дойти. Поэтому мы можем спрашивать у Аллаха и учить, то есть думая о могиле. Но ученые говорят, что можно думать и об этой обители, и об этой. То есть и о мирском доме, и о могиле. И «Вабарик ли фи ризки». И о Аллах, дай мне баракат, благодать, ли мне фи ризки, в моем уделе. То есть ризк — это и то, что ты ешь, ризк — это и твой дом, ризк — это и твой конь, так ведь? Ризк — это и твоя жена, ризк — это и твои дети, ризк — это твоя работа, твой диплом института, университета, да? Ризк — это твое знание. Это есть удел, который Аллах нам дал. Но мы должны понимать, что любой удел, он имеет две составные части. Это наша акида, акида мусульманина. А у коммунистов такой акиды не было. Да? Вот любая вещь имеет две составные части. Первая — это сама часть, вот это жена твоя красивая, дети твои, диплом твой, машина твоя, дом, работа, там, какое-то социальное положение и так далее, и так далее. А вторая часть — это баракат. Это баракат, который является условием того, что вот эта первая часть принесет тебе радость, счастье. Поэтому то, что Аллах Тааля человеку предопределил, Аллах ему даст это. И жену получит он, и детей получит, сколько Аллах там предопределил, да, и машину, которую Аллах ему предопределил. Но иногда Аллах может дать первую часть, но лишить второй части. Он тебе даст машину, жену, семью, дом, все, там высокое положение, карьера, но Аллах лишит тебя бараката. И в итоге получается, все, чем ты владеешь, вместо того, чтобы приносить тебе радость, счастье, удовольствие, оно начинает приносить тебе одни беды, одни страдания и так далее, и так далее. Почему? Аллах не лишил тебя первой части, он же тебе судьба, предопределение, он тебе предопределил, но лишает вторую часть, бараката. Поэтому очень важно для мусульманина, когда он получает что-либо от Аллаха, он должен заботиться о том, чтобы и баракат был от этого. Поэтому, когда ребенок рождался, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям как поздравлял? Баракаллаху лака фильмаухубиля. Пусть Аллах даст баракат в том, что тебе было даровано. Когда мусульмане женились, строили семью, а это не значит, что у тебя гарантия там 50 лет, 100 лет они будут жить, не будут ссориться там, да? Аллах говорил, баракаллаху, а посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил, баракаллаху лякума. Пусть Аллах баракат даст вам обеим. Поэтому вабарик ли фи ризк. Аллахума афир ли дамби. О Аллах, прости мне мои грехи, вавасси алей фи дари, расширь мне мою обитель в этой жизни в могиле, вабарик ли фи ризки, дай мне баракат в моем уделе. Этот хадис хасан раваху ат-Тирмизи. Ну, на сегодня, дорогие братья, все. Джазакумуллаху хайран. Иншаллах, надеемся встретиться на следующей неделе. Субханакаллахума бихамдик, шаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.